Здравствуйте, мы Полосины, Рушуня и Дмитрий. И мы создатели музея Чакчака. 10 лет назад нам пришла в голову идея открыть музей Чакчака в Казани. И вот в старинном купеческом доме, в самом сердце Старо-Татарской Слободы, мы его открыли. И приглашаем вас посмотреть, как у нас все устроено. Обратите внимание, какой у нас красивый нарядный дом. И, кстати, что отличает татарский дом от других домов, это то, что вход у нас не с улицы, а глубоко со двора. Пойдемте, зайдем в дом. И тут мы попадаем в наш зеленый, уютный дворик, который как оазис среди всей этой городской суеты. И здесь мы показываем в том числе особенность татарского купеческого дома городского. Это два входа. Один был традиционно мужской, а другой женский. И к Чакчаку мы отнеслись как к нематериальному наследию, поэтому в нашем музее вы не увидите витрин. Да, у нас тут все настоящее, и Чакчак для нас это мостик, через который мы рассказываем о культуре, о традициях татарского народа. О быте. И мифологии. Почему мы выбрали именно татарский дом, почему не в каком-то таком коммерческом помещении типа торгового центра, хотя нам очень часто предлагали такие варианты, потому что для нас важно было показать эту настоящую жизнь, такое вот тепло дома, которое, мне кажется, невозможно никак воссоздать иначе. И этот дом исторически, он, получается, середины 19 века постройки. На первом этаже у нас чайная, и там у купца была лавка. А вот второй этаж, он всегда был жилой, и, собственно, здесь вот где-то и жил этот купец Вафа Бегаев. И очень многие вещи мы делали сами, потому что татарский интерьер воссоздать, это оказалось тоже непростая задача. Не, такая же, наверное, по сложности, как и найти, как оказалось, хороший чакчак, тоже не так-то и просто. И ввиду того, что у нас бюджет был очень сильно ограниченный, мы очень многие вещи делали своими руками. Но от этого качество не пострадало, а наоборот, даже вот чувствуется вот эта душа, которую мы вкладывали в создание этих предметов, нам помогали друзья, а потом уже что-то начали приносить нам гости. Ну, например, вот этот вот сундук нам дал мой дедушка. Как он сказал, это еще николаевских времен. И этот сундук тоже очень много где кочевал, ездил, путешествовал вместе с нашими предками. И очень классно, что он оказался вот здесь, вот в этом доме, создавая тот самый уют. Гости, попадающие в наш музей, в течение часа проживают маленькую жизнь настоящего купеческого дома и купеческой семьи 19 века. Да, и надо сказать, что у нас не экскурсия, как это обычно бывает в музеях, мы это называем приемом. То есть вас встречают наши хозяюшки, которые одеты так же, как ходили татарочки до революции. Все у нас там по-настоящему, включая интерьеры и даже, например, тот маленький нюанс, что нужно при входе в музей снимать обувь. Как дома. Идея музея у нас вообще родилась из того, что у нас приезжали к нам друзья в Казань, и им нужно было что-то показывать интересное, рассказывать, у них возникали вопросы, в том числе про Чакчак, про культуру, про жизнь татар, как они жили и как они сейчас живут.
то, конечно же, мы хотели сделать музей похожим на настоящий дом, внутри которого все мы это показываем, рассказываем и принимаем своих гостей-друзей. И именно это мы, кстати, советуем нашим хозяюшкам относиться ко всем гостям как к своим каким-то дальним родственникам или друзьям, потому что, ну, в какой-то степени это так и есть. И это очень помогает, и, как показывает практика, все люди, которые приходят к нам, в конце уходят от нас уже такими не чужими родственными душами. Человек чувствует замечательные запахи, он пробует, пьет с нами чай, он слышит замечательную музыку, в том числе вот в той чайной, в которой мы сейчас находимся. Мы здесь гостям показываем, что такое не только исторические какие-то звуки, но и в том числе, что такое современная татарская музыка. И, кстати, да, что немаловажно, мы большой упор делали для себя до сих пор на настоящесть во всех смыслах. То есть, если, например, речь идет о чаепитии, то вот мы даже специально создали такой вот дизайн чашек, основанных на старинных изразцах, каких там 14-го, по-моему, 15 веков. Вот, потому что, как ни странно, найти красивые, в нашем понимании, татарские чашки тоже было проблематично, да и сейчас, по-моему. И, например, у нас нет никаких там бахил, то есть если нужно снять обувь, значит нужно снять обувь. Ну да, все как у себя дома. И также мы не только рассказываем о различные у нас программы, которые меняются раз в сезон. Да, мы также еще и готовим. У нас есть мастер-класс, где человек может унести с собой рецепт и историю этого рецепта, и уже передавать там своим друзьям и родственникам. И, кстати, вот эта вот чайная, в которой мы сейчас находимся, она у нас родилась как пространство, в котором люди, которые приходят, например, в музей, пока они ждут своего времени приема, чтобы они могли здесь посидеть, подождать. Или, например, те, кто не смог попасть, ввиду занятости, да, слишком много иногда у нас гостей бывает, чтобы они могли хотя бы здесь попробовать наш очень вкусный чак-чак. Но, как показывает практика, некоторые гости, приходя к нам, они умудряются и на мастер-класс попасть, и в музей еще сходить, еще вот здесь вот наши вкусные чаи из разных районов Татарстана попробовать. И это прям, конечно, очень приятно, что людям все эти три формата, они кажутся как бы пересекающимися, они такие взаимодополняющие. И тут буквально можно полдня, наверное, провести у нас в музее. С удовольствием. Ну и, в принципе, да, выстроены наши вот эти 4 разные программы и сценарии, как проводить время в нашем доме, так, чтобы человек возвращался к нам со своими друзьями еще раз и что-то открывал для себя новое. Мы только насчитывали, да, по-моему, 7 раз к нам кто-то возвращался. А еще нас иногда спрашивают, а вы тут живете? То есть настолько у нас живой настоящий получился дом. Мы туда очень сильно много вложили и собственных трудов, и души во всех смыслах, что люди это чувствуют, и им хочется даже самим попробовать пожить в таком доме. Да, и сейчас главная душа этого дома — это наш коллектив и замечательные девушки, которые вам дальше расскажут про историю, что здесь происходит. Чак-чак – это излюбленная сладость тюркских народов. Он популярен не только у нас, но еще в Башкортостане, Казахстане и Узбекистане. И также его можно встретить в тех местах, где развито пчеловодство и сельское хозяйство. Это поистине семейное угощение. Готовили его только на особые праздники. Также чак-чак собирает вокруг себя очень много поколений девушек. Одной нужно замесить тесто, другая жарит все в масле, а третья готовит сироп. Также во время процесса некоторые девушки могут петь песни, обмениваться новостями, естественно, передавали легенды из уст в уста и сплетничали. Куда без этого? Когда мы задумали наш музей,
и решили покопаться в истории, найти, что же такое блюдо чак-чак и вообще какие связанные с этим истории есть. Мы поехали в Москву, окунулись буквально с головой в Ленинской библиотеке в книги. По-другому это не скажешь, потому что вроде как и мы современный мир можем все это найти в компьютере, но это не так все просто. Никто ничего не оцифровывал, и, как оказалось, найти информацию о блюде, о татарах, о каком-то быте достаточно сложно. Мы действительно заказывали огромные тележки книг, нам все привозили, из которых мы выдергивали, наверное, от силы иногда фразу, иногда какой-то абзац, переходили к следующей книге. И так мы жили в этой библиотеке почти 2 месяца, беря с собой бутерброды и чай. Действительно жили, пропитывались и искали, что же такое чак-чак и что может быть с ним связано. То есть тот столб, от которого мы оттолкнемся, вокруг которого будет идти вся наша история, весь наш музей. Да, и говоря об источниках, получилось так, что примерно мы смогли ориентироваться на дореволюционные источники. Это у нас Карл Фукс, Каюм Насыри, который, кстати, жил на той же улице, где мы с вами находимся. Потом, соответственно, относительно немного информации мы почерпнули из сборника рецептов Юнуса Ахмедянова. И получается, что достаточно большой такой разрыв. И для себя мы через какое-то время осознали, что очень часто мы к традициям относимся как к чему-то такому устаревшему, неактуальному, но на самом деле мы каждый день формируем эти традиции. Когда-то, возможно, чак-чак или был другим, или его вообще же когда-то не было, и оно все появляется постепенно. И поэтому нам стало интересно, а что сейчас происходит, какие традиции сейчас живут. Татары — это по численности 2-я народность в России, и поэтому достаточно сложно сделать что-то такое общее, потому что даже в одной семье 2 сестры со временем начинают жить своей жизнью, и в каждой семье появляются свои традиции. Так вот, задача нашего исследования — посмотреть, чем же сейчас живут, и чак-чак для нас, опять же, будет являться таким мостиком, через который мы узнаем, что происходит сейчас, и, возможно, каким-то нашим потомкам будет это также полезно. А еще самое интересное, в той же самой Ленинской библиотеке мы нашли труд прямо-таки математиков и физиков, которые с точки зрения цифр и формул пытались выяснить, что же такое идеальный рецепт чак-чака. И да, это было очень интересно, то есть когда с формулами, с какими-то расчетами. Но как мы поняли, что такого на самом деле быть не может, и это только душа и руки. Раньше свадебный чак-чак украшали как настоящий торт, посыпали миндалем, узорной пастилой, как тонкая софьяновая кожа. Но, правда, на самой свадьбе его не ели, потому что блюд было очень много. И тогда хозяйка нарезала чак-чак на кусочки, заворачивала в бумагу и всем раздавала с собой в качестве гостинца. По-татарски куч-танаш. Слушать про чак-чак, конечно же, приятно. Но давайте лучше его все вместе приготовим. Давайте. Все, что нужно для приготовления чак-чака, это 5 ингредиентов. Яйцо, мука, сахар, мед и подсолнечное масло. Наши друзья и гости спрашивают, какой же самый вкусный чак-чак, где же этот рецепт, но на самом деле односложно нельзя ответить на этот вопрос. Мы всегда говорим, что это тот чак-чак, который вы приготовили собственными руками. И для того, чтобы вы могли сохранить историю блюда,
и какие у вас были с этим связаны впечатления, мы придумали книжку, в которой можно будет это все записывать. То есть не только рецепт, но и когда, откуда вы его узнали, и какие маленькие или большие традиции в вашей семье появились, связанные с этим блюдом. Да, мы очень любим историческую среду в Казани, и поэтому стараемся максимально раскрыть всякие вот такие вот интересные настоящие места, как, например, вот эта вот улочка. Улочка, которую мы отдали дань, наверное, основателю этого дома, Вафе Бегаеву, купцу второй гильдии. И отреставрировав эту улицу, мы назвали в честь него этот такой, кто говорит про улок, кто улочка, но действительно самая узкая улица в Казани, она начинается от 1,40 м и заканчивается вообще 70 сантиметров в самом начале его. И такое излюбленное место для инстаграмных снимков, все любят делать фотографии, поэтому мы тоже здесь сделаем что-нибудь интересное. Тесто для чак-чака должно быть мягким, как пузико у котика. Готовили чак-чак тоже по-особенному. Незамужние девушки обычно раскатывали и нарезали тесто. Ну а тот, кто был уже замужем, его жарил. Но вот медовой заливкой и формой чак-чака всегда занималось более взрослое поколение. В советское прошлое все это искоренялось, усреднялось, и народы должны были просто быть советскими. И, к сожалению, вот это вот все не только, да, уходило, как сказать, сейчас это, как говорится, не модно, но и действительно было немножко зазорно, да, что ты там, например, татарин, что ты можешь что-то свое национальное готовить, и поэтому это все так уходило. И на самом деле выцепить вот эти традиции из человека даже того времени было очень сложно. Да, когда кстати, помнишь, какая-то книга была советского периода, она была вроде не такая тонкая, как раз что-то про традиции, обряды татар, не помню там автора, но смысл такой был, что в советское время она была практически полностью про вот эту советскую идеологию, и там просто буквально нужно было, как, не знаю, там просеивать, там, как искать вот эти вот зернышки той информации, которую человек пытался поселить среди этого, потому что мы там знаем, какая была тогда пропаганда, как это все запрещалось, и видно было, как человек там вот старается хоть куда-то что-то воткнуть, чтобы как-то передать. Это прям... Да, в том числе, почему мы и задумали там и фильм, и описание, вот это вот все, что мы искали, потому что людей того поколения, как я сейчас начал говорить, вот выцепить информацию очень сложно, потому что человек, он уже замкнулся за многие годы, и он не то чтобы боится, а прям вот, прям не передает. Он иногда думает, что это никому даже не нужно. И это вот очень обидно, и хотелось бы все-таки собрать эти истории. Ну и говоря о том, что у нас дом получился действительно классным, таким настоящим, у нас иногда приходят семьи, не знаю, там возраста примерно там нашего, наверное, да, приводят своих детей, чтобы показать, вот как жили их бабушки и дедушки, потому что таких интерьеров практически нигде не сохранилось, и уже нечего показать. И вот приходя сюда, люди видят. И для нас, кстати, очень ценно, когда наши гости, уходя из музея уже, говорят, что теперь вот после посещения они, наверное, как-то постараются дома тоже свою историю, вот эту маленькую, сохранить.
и там какой-нибудь старый утюг не выкинуть или еще что-то, да, то есть вот это вот важность какой-то такой памяти, истории, потому что есть очень хорошая фраза, что большую историю нам расскажет кто угодно, ну, в смысле там как-то там про всякие эти мировые события, то чем меньше истории, тем меньше вероятности, что ее расскажет кто-то кроме вас. Поэтому мы вот рассказываем свои истории, мы всегда приветствуем, когда наши хозяюшки рассказывают не по тексту, да, что-то заученное, а рассказывают какой-то свой опыт, которым делятся в том числе наши гости, иногда это очень интересный опыт. И своей семьи тоже какие-то истории, это всегда очень ценно, и люди это все чувствуют. Мы создали такую атмосферу и так выстроили все взаимодействие внутри нашего дома, что все это можно почувствовать, и запахи, и то, как скрипят полы, и то, как вы ощущаете вот эту историю, присаживаясь на сундуки XIX века. Перед тем, как нарезать тесто для чак-чака, нужно нагреть масло в казане. Затем тесто для чак-чака нарезается на полоски шириной в 2 женских пальца. Полоски режем на лапшички шириной 2-3 мм. Перед тем, как жарить тесто, нужно проверить масло. Для этого берем кусочек теста и закидываем его в масло. Если тесто ваше не сплыло, значит масло еще не нагрелось. Одним из таких важных элементов татарской культуры является, ну, как это говорить, немножко сложно, декоративно-прикладное искусство, да, но по сути это украшение и очень много текстиля. И украшение текстиля, вышивкой, там, бисерной, тамбурной тоже было сложно найти, потому что в основном везде была имитация, поэтому нам пришлось еще и много вышивать, ну, в смысле мне. Головные уборы мы сами вышиваем, начали делать украшения для себя, и в частности, например, вот там полотенце висит золотное. Люди, попадая в этот интерьер, реально спрашивают, а где можно пожить в таком же доме, потому что он очень классный, уютный. Для нас это очень важный показатель качества. И в том числе также отзываются пожилое поколение, которое приходят, они говорят, что да, у вас все прям как надо, и это такой вот прям маркер классный, типа 5 из 5 звезд. И можно подумать, конечно, как вот это все интерьеры, то, что мы делали сами, создавая эту обстановку, связано с чак-чаком, но это опять же та же часть традиции, и чтобы это все было настоящее, неподдельное, потому что, как нам кажется, именно вот в таком вот, ну, неоднократно у нас звучало слово «настоящее», да, то есть подлинные такие душевные интерьеры, они очень располагают людей, особенно если мы говорим, например, о туристах, да, которые целый день где-то ходят по улицам, устают, и для них шанс вот так вот снять обувь, посидеть вот в такой вот супер классной, комфортной обстановке, еще и какие-то интересные истории услышать и попробовать самый вкусный, по нашему мнению, чак-чак. Обжариваем кусочки до золотистого цвета и кладем на бумажную салфетку, чтобы лишний жир стек. Это бесценно, не говоря уже о том, что они по их отзывам как-то проникаются этой атмосферой и начинают не только историю татар глубже копать, но и задумываться о своей личной, ну, о истории своего народа или об истории своей семьи,
И как есть такая фраза хорошая, каждого русского поскреби татарина найдешь. Очень часто некоторые люди вспоминают о том, что вот у меня бабушка татарка, поэтому я так много чая люблю, или поэтому я так чак-чак люблю. В общем, это такие маленькие открытия для каждого. Задача не только рассказать о чак-чаке, но и задуматься о своей истории, о своих традициях. И для нас это тоже очень такая важная миссия, которая, может быть, не может быть как-то отслежена с точки зрения там, KPI там, или как-то быть измерена. Но, тем не менее, нам это приятно. А теперь приступаем к самому ответственному этапу. Это приготовление сиропа. Нам понадобится сахар и мед. От сиропа, точнее его консистенция, зависело счастье молодоженов на свадьбе, поскольку была примета: если чак-чак разваливается из-за жидкого сиропа, то пара наша тоже развалится. Лучший способ узнать Татарстан поближе – это познакомиться с местной кухней, традициями и культурой. Эти самые традиции, дарованные нашими предками, объединяют нас в единое целое. Ну а мы, в свою очередь, эти традиции сохраняем и приумножаем. Как проверить готовность сиропа? Нужно капнуть капельку на блюдце, перевернуть тарелочку. Если затвердело, значит все в порядке. Из немногих вещей, которые за стеклом, это вот та вот вышивка, которую я вышивала сколько? Лет 5-7. Ну, короче, долго я ее вышивала. То есть, когда мы только музей задумали, я это все вышивала, ну, мелкими перебежками, то есть не так, что я безотрывно. И вот, и мы решили, что мы ее вот так вот в рамку поставим. На самом деле это соответствует историческим. Какие-то такие ценные образцы вышивки тоже помещали под стекло. Это нормально было. Хотелось бы сохранить. То есть у нас на самом деле хоть и нет витрин, и все такое живое, но всего 2 предмета в музее, которые есть за стеклом. Это вышивка, который делал Рушинья, и чак-чак, который побывал в космосе, он у нас находится в колбе в чайной. Да. Это чтобы просто гости его случайно не откусили, мало ли что там было в космосе. Затем нужно облить кусочки теста сиропом, тщательно перемешать, выложить на тарелку, смочить руки холодной водой и сформировать. Форма чак-чака бывает любой, по вашему желанию. Классическая – это полусфера. Наш чак-чак готов, но его никогда таким не подавали. Его нужно украсить пастилой или орешками. Можно сказать, что чак-чак для нас это не просто вот такое традиционное блюдо, которое состоит из муки и меда, но это больше, наверное, как раз-таки про смысл. Ну да, как иногда тоже говорят о том, что это вот как кусочки теста, это как люди, да, которые скреплены, ну, в данном случае сироп, это, возможно, как традиции, вот эти обычаи, обряды, они вот так же, как чак-чаки, они скрепляют. Конечно, много есть всяких там легенд, историй, про которые мы тоже расскажем. Некоторые нас самих удивили, как мы вообще к этому пришли. Ну вот, но тем не менее, да, чак-чак, это, ну, правда. Нас иногда спрашивают, а почему вы не откроете музей Ильич-Пачмака там, или Губы-ТВ, но для нас кажется, что вот чак-чак это прям самая квинтэссенция татарской культуры, потому что, как говорят наши друзья-урбанисты и социологи, что одна из ключевых характеристик, наверное, татар, это то, что татары всегда умеют договариваться между собой, другими. И, мне кажется, чак-чак вот как такая вот цельная, такая единая система, но в которой каждый остается сам по себе, а тоже очень символично.
Qaytqan çaqda sormar buyları Çak-çak bilen çay içemiz. Yanlarında mengi qalırğa Qaramışın taşlap qırıq yok Çıqarsın qarşı alırğa Искусство приготовления чак-чака пришло к нам с древних булгарских времен. Так раньше называли себя наши предки. И, кстати, исповедовали они раньше не ислам, а другую религию – тенгрианство. В нашей мифологии имелся даже целый дух, и звали ее Чак-Чак. Она родилась из капель утренней росы, и с ней связана целая интересная легенда. Легенда о Чак-Чаке. Дастан гласит, что в давние времена решила Алп-Бека Туран создать совершенное государство с идеальными законами и условиями для жизни. Государство назвали Туран, а его столицу – Эрги. Это было одно из имен ее дочери – Чак-Чак. И настолько счастливы там жили люди, что злые духи, джинны, решили, как всегда, все испортить. Они построили высокую стену, которая скрыла этот город от солнца, а без солнца все живое гибнет. Тогда увидел это бог Тенгри и послал Мардукана, мужа Алп-Беки Чак-Чак, помогать людям. Полетел он с сыновьями, близнецами Сак и Сок, разрушать стену. Летел он высоко, начал с самой верхушки, но вскоре понял, что солнце стало опалять ему крылья. Тогда Мардукан послал сыновей принести ему из дома мед, отличное лекарство от ран, чтобы смазать им крылья и залечить свои раны. Сак и Сок полетели, но обратно вернуться побоялись. Вдруг солнце и их крылья опалит. Не дождавшись сыновей, Мардукан разрушил стену в одиночку, пожертвовав собой во благо людей. Вскоре об этом узнала жена Мардукана, мать Сак и Сок, Чак-Чак. И в гневе прокляла своих детей за то, что они не помогли отцу. Тенгри, услышав гнев Чак-Чак, обратил близнецов в ночных птиц за то, что испугались они солнечного света. Год за годом, лето за летом, Чак-Чак успокоилась, утратила обиду на сыновей, но проклятий своих вернуть не могла. Скучала она по своим сыновьям, а встретиться им было никак. Она — дух рассвета, и летать она может лишь под сияющим солнцем, а сыновья ее — ночные птицы, солнце их не щадит. Так и по сей день летают братья в ночи в поисках своей матери, да так найти ее не могут. Люди, увидев горе своего любимого духа, решили устроить для Чак-Чак праздник. Наготовили много угощений, были пляски и песни, а главным блюдом они приготовили интересную сладость. Каждый житель города принес по маленькой горстке теста. Их обжарили в жиру, чтобы было посытнее, и готовые куски покрыли ароматным медом в память о Мардукане. Придали форму полушара, как солнце во время рассвета, и назвали угощение в честь любимого духа – Чак-Чак. А что до Мардукана, то Тенгри вскоре вернул его к жизни за героический поступок,
за смелость и самоотверженность. Так и сохранилась эта легенда, которой больше 5000 лет. А угощение это передается из поколения в поколение. И сейчас уже не нужен особый повод, чтобы им угоститься. Мы находимся в самом сердце Татарстана, в городе Казань, и говорим пока что о чак-чаке. Но на самом деле мы продолжим путешествие по Татарстану. Помимо чак-чака мы расскажем и познакомим вас с другими блюдами, которые готовят в республике. Приглашаем вас в наше гастрономическое путешествие.